Первый этап свадебного обряда – это обряд подстилания козьего пуха под новорожденную девочку. Второй обряд – обновление подарков. Согласно тувинской традиции, девушку не выдавали замуж, когда ей исполнилось 14, 16 и 18 лет. Выдавали замуж только тогда, когда ей исполнилось 15, 17 и 19 лет. Когда девочке исполнилось 15 лет, совершали обряд обновления подарков. Родители парня выбирают самого достойного и уважаемого человека, которого отправляют к родителям девочки. По поручению от имени родителей жениха передает подарки родителям девочки. На этот раз им преподносятся арака, молочная водка, сыр, вареное мясо, курдюк, грудинка и многое другое. Обряд обновления подарков является следующим этапом процесса сватовства и способом узнать о намерениях родителей девочки. Третий этап – одаривание чаем. Это один из старинных обрядов тувинцев перед свадьбой. Всегда иметь в юрте чай с молоком и угощать гостей – древняя традиция тувинцев, которую считали священной. Родители и родственники жениха привозили пачку китайского табака и плитку чая, дадаазыны, кадаки, много мяса, араги, сыру, другие угощения. Отец жениха обращается к родителям невесты со словами «Вот прибыл я ковать детей». Затем он вместе с пиалой араки преподносит родителям невесты ленты из козлиной шкуры и отрезы голубого шелка кадак. На кадаке плитка чая. К концу торжества мать жениха, обращаясь к родителям невесты, очень вежливо говорит: «Я пришла просить и у вас благословения нашим детям». Получив согласие и одобрение родителей невесты, дарит отрез голубого шелка кадак матери девушки. Этот обычай и получил название шай-бузар, то есть дробить чай. Каждый, получивший кусочек чая, должен был участвовать в сборе приданного для невесты. Право носить чавага имели только те невесты, у которых было 3 чая. 3 дела порешили, 3 косы заплели. Надо сказать, что до сватовства девушка волосы заплетала в одну косу, а в день свадьбы заплетали 3 косы, то есть следующий этап – обряд плетения косы. Этот обряд имел очень большое значение, так как свидетельствовал о том, что у девушки уже есть будущий жених, свекор и свекровь. Следующий этап свадьбы – установление даты. С давних времен родители жениха и невесты обращались к шаманам и гадателям по бараньей лопатке с просьбой определить и установить дату свадьбы, даже день и час, когда девушке уезжать из Аласа родителей. После установления даты свадьбы родственники невесты начинали готовиться к самой свадьбе. Главная задача этой подготовки сводилась к полному комплектованию имущества невесты. В комплект входили новая юрта с войлочным покрытием и полная обстановка для нее, включая домашнюю утварь, определенное количество скота различных видов, которые давали ей с собой родители и родственники. Особо в свадебной обрядности выделяется следующий этап – день свадьбы. День свадьбы – это день отделения девушки от родного очага и начала самостоятельной жизни. День свадьбы – это день, когда мужчина становится хозяином юрты. Родители и близкие родственники невесты заранее готовили
всю одежду девушки, которую она будет носить в соответствии с 4 периодами года, а также приданное. Невесте выделяют самого хорошего коня с красивым седлом. Повод ее коня должен держать мужчина из алала невесты. Он передает повод коня девушке, выйдет далеко за пределы ала ее родителей. После этого девушка сама управляет своим конем. Следующий этап тувинской свадьбы – встреча сватов. Встреча сватов – один из признаков взаимного уважения сторон. Организовывали 3 встречи между стоянками родителей жениха и невесты. Одна встреча на перевале, вторая на берегу реки, третья в непосредственной близости от стоянки родителей парня. Мать жениха на хадаке подает пиалы с молоком невесте и ее родителям. После встречи невесты и ее родственников начиналась традиционная тувинская свадьба, которая длилась 3-4 дня, знаменуя собой начало семейной жизни молодых. Пир заканчивался поздно ночью играми, состязаниями, частушками.